Ученые Коми собираются разводить в регионе северных овец и заниматься органическим земледелием. Сегодня, в День науки, в Институте агробиотехнологий ученые аграрии рассказали о достижениях за год, поделились планами, а также угостили журналистов новыми сортами картофеля и ягод. Евгений Столкас попробовал все. Сорт первоклассница дает обычно очень-очень крупные ягоды. Дает урожайность высокую, но нестабильную по годам. То есть он имеет тенденцию к уменьшению впоследствии урожайности. Но тем не менее сорт очень интересный за счет своей крупноплодности и приятного гармоничного вкуса ягод. Тотем, первоклассница, бальзам, жар-птица. Это не какой-нибудь странный шифр, а название сортов ягод, выращенных учеными Республиканского агробиоинститута. Часть сортов российские, часть, например, канадский тотем, иностранные. Все, что растет, проверяют на урожайность, выживаемость, вкус и еще множество факторов, в том числе сорта картофеля. Зырянец, который давно у всех на слуху и на грядках, появился именно благодаря работе ученых института. На подходе новые сорта. В ходе селекционного процесса было 1000 одноклубневок, из которых из года в год, согласно селекционному процессу, мы по положительным признакам отбирали определенное количество гибридов, и сортов. И уже вот к 2010 году исследования у нас выделились 3 образца, которые отличаются высокой урожайностью. По содержанию крахмала и сухого вещества тоже превосходили стандарты. И теперь они проверяются на вкусовые качества. Измеряется все, от цвета до запаха. Выведение новых северных сортов – основное и главное направление работы института. Еще одно – работа с однолетними и многолетними растениями. Сейчас появляется и новое направление исследования в области органического земледелия. В нашей почве, по словам ученых, крайне низкое количество фитопатогенов, а значит, выросшее у нас не так вредно для здоровья. У нас все-таки сельское хозяйство не так активно, скажем так, эксплуатировалось наши земли. И они сегодня достаточно чисты. Это действительно так. И где, как не у нас, скажем, заниматься этим органическим земледелием. Это полный, скажем так, вывод из оборота химии, абсолютно полный. Это использование биопрепаратов. В этой области исследования идут прямо сейчас, но уже через несколько лет можно будет ждать первых рекомендаций для фермеров и даже дачников. Еще одно новшество – работа с животными. Здесь решились на необычный эксперимент с участием аграриев из других регионов. Мы запланировали большой селекционно-семенологический центр, селекционно-племенной центр по овцеводству. И уже со стороны института в 2020 году была подана заявка на поддержку этого проекта. Цена вопроса – порядка 1,5 миллиона рублей. Открыть центр планируют в Усть-Цилимском районе на базе хозяйства Лидии Габовой. Он поможет создать новую породу стрессоустойчивых овец. Она будет не только приспособлена к нашим суровым северным условиям, но и станет, подобно зырянцу, новым брендом республики. Евгений Столкас, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.